только вперед. Казахстан, Алга! Я бы посоветовал нашей молодежи, чтобы почаще посещали горные места нашей республики. Таджикистан, Бапеш, Узбекистан, вы всегда с нами. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, приветствую всех, кто смотрит этот ролик. Сегодня мы решили покорять горные вершины, и к нам присоединился мой старший брат Ахмад. Ахмад, поприветствуй наших зрителей. Ассаламу алейкум всем. Так, первое поселение у нас будет Комалхи, это 1450 метров. Второе это Каратах, это уже 1800 чем-то, если я не ошибаюсь. Все, друзья, давайте не будем терять время. И, как говорит мой друг Заур, погнали! Друзья, досмотрите этот ролик до конца, мы постараемся, чтобы этот выпуск был интересным. Как раз к чаю мы нашли дикую облепиху и будем заваривать очень полезный чай. Еще и шиповник добавился к нашей облепихе. Да, Чай будет вообще мощный, по-моему. надеемся. Так как наш брат сегодня с нами впервые, и он не уверен в своих силах, поэтому мы ему предоставляем вот такие палки-выручалки. Спасибо. Проверим в деле. Иншаллах. Да, друзья, мы уже выдвинулись. Я очень надеюсь, что нам всем хватит сил, чтобы туда подняться. Честно сказать, уже я чувствую, что силы меня вот страшно быстро покидают. Но ничего. Как это было? Путь осилит идущий. Это oluyor şu. Вот здесь на камне мы нашли надписи на грузинском языке. Так, если кто-то смотрит из Грузии, напишите в комментариях, что здесь написано. Пользуясь случаем, хочу передать огромнейший привет всему грузинскому народу от чеченских волков. Я подозревал, что это будет нелегко, конечно. Но не представлял себе, насколько это будет тяжело для меня. Наверное, потому что я первый раз сегодня в таком походе. Да, Амод, а что посоветуешь нашей молодежи? Нашей молодежи я бы посоветовал, чтобы чаще выходили в поход, посещали наши горные места в республике. И для здоровья полезно,
и для психики, и для всего остального. Советую, рекомендую всем. Ассаламу алейкум. Друзья, для вас путь к этому подъему заканчивается там 2-3 фрагментами из этого ролика. Мы очень много оставляем за кадром, не все успеваем снимать. Мы проделываем этот путь очень тяжело и с таким трудом, но я думаю, что это того стоит. Амуд, что ты скажешь? Интересно, твои эмоции, твои ощущения. Поделись с нами. Эмоции, конечно, невероятные, братья. Словами, наверное, я не смогу это передать. И с той стороны экрана вам, наверное, тоже не все будет видно, как для нас тут. В любом случае, эмоции потрясающие, я бы так сказал. Да. Так, отсюда уже виднеются заснеженные горные вершины. Как сказал Ахмад, друзья, это просто невероятнейшие виды. На вашем месте я бы нам позавидовал. Мы часто останавливались и любовались горными пейзажами, вспоминали наших предков, которые жили в этих окрестностях, рассказывали друг другу истории. Физически мы немножко устали, как говорится, путь был не из легких, но морально мы отдохнули в эту поездку. Посмотрите сами и оцените вашим лайком, какие прекрасные виды нам открываются, чем выше мы поднимаемся. Друзья, это и есть башенный комплекс Комолхи. Находится в Мелхистинском ущелье, недалеко от крепости некрополя Цойпиде. Тут сохранилось несколько жилых башен и старинное мусульманское кладбище. Конечно, наши предки выбрали это место неспроста. Этот комплекс находится в стратегически важном месте. Так, незаметно мы уже подобрались к подножию этих башен. Амуд, ну как тебе? Первая вершина покорена. Алхамдулилlah. Я даже не думал, что я смогу добраться сюда. Но оказывается, еще есть порох. Оказывается, глаза боятся, руки делают, друзья. Так что только вперед. Казахстан Алга. Ноги что? О! Наконец-то достигли мы. Да, наконец-то. Сейчас самое главное вот это все снять с себя и отдохнуть немножко. Ой, Так, сколько килограммов будет примерно мой рюкзак? Килограммов 25 минимум. Твой не знаю, но мой, по-моему, килограммов 100. Каждый раз, когда я посещаю вот такие опустевшие аулы нашей горной республики, я всегда вспоминаю народы, которые помогли чеченцам и ингушам в трудную минуту. Это казахи, таджики, узбеки, киргизы и туркмены. Друзья, мы всегда будем вам благодарны
Мы знаем из истории наших родителей. Мой отец был 6-летним ребенком, когда его забрали в Казахстан. И из его рассказов я знаю, с какими трудностями столкнулись наши народы и как вы им помогали. Мы всегда будем вам благодарны за это. Так что Таджикистан, Бапеш, Узбекистан, вы всегда с нами. И Казахстан, Алга, Туркменистан и Киргизы. Уважение вам. Естественно. Да, сейчас мы выпьем чайку, немножко отдохнем, перекусим и выдвинемся в путь, иншаллах. У нас есть вот такой удобный столик. Зачем нам столик, когда такой красивый сплошной камень? Для вида. Если для вида, то тогда не знаю. Ya ne peki var? İyi. Красота. Красота, bayağı. Друзья, я вообще не люблю чай, но с этого момента я думаю, что я уже стал любителем чая. Этот чай просто надо попробовать. Амуд, ну как тебе? Чай получился оригинальным. Очень хороший вкус. Чувствуется шиповник. Да. Вообще фейерверк. Оператор, попробуй. Это было кидалово, малече. Горячую кружку дал я этому оператору. Он заслужил, чтобы я именно горячую кружку ему дал, потому что он не разрешает себя снимать. Надо чаще приезжать сюда. Да. И что я делал до сих пор? Пол жизни потерял, да? Да. Да, вот эта башня более-менее уцелевшая тут. Да, сейчас посмотрим изнутри. Так, посмотрите, даже штукатурки с тех времен остались на стенах. Вот как сделана арка. Вот так вот. Так, сколько этажей было у этой башни? Так, примерно 5 этажей, если я не ошибаюсь. Вот такая огромная, большая башня.
Вот так вот. Так. Да, выпили чай, немножко отдохнули, осмотрели местность. Сблизи посмотрели башни и изнутри тоже. Вот сейчас мы выдвигаемся в путь. Время 14:22. Я надеюсь, что мы успеем, иншаллах. Так, мы дошли до кладбища. И давайте сделаем дуа за тех, кто здесь погребен. Dag yaş doyulsun. Я doğru tona. Вот, обратите ваше внимание, вот это уже могила. Раньше вот так хоронили людей. Я думаю, что из-за ландшафта они создавали вот такие гробницы и вот туда хоронили. Еще мы наблюдаем на каждой могильной плите вот такие отверстия. Если вы знаете, для чего и почему вот это делалось, напишите в комментариях. Для нас это остается загадкой. Посмотрите на размер и на толщину этой плиты. И видите, как я говорил, вот здесь вот этот проем. Я предполагаю, это делалось для того, чтобы вот сюда что-то нацепить и притащить вот эту плиту сюда. Да. Кроме этого ничего в голову не приходит. Действительно. Так, ребята, да, действительно, мы тут подумали и пришли к выводу, что действительно вот эти камни и вот эти отверстия делались для того, чтобы притаскивать эти камни сюда. Потому что на некоторых плитах уже два отверстия. Эта плита слишком большая, чтобы на одном отверстии тащить. Для этого, может быть, сделали два отверстия. Я полностью согласен с этим мнением. Ну, если мы ошиблись, не судите строго. Да, я сперва думал, что это склеп, но подошел поближе и посмотрел. Теперь уже поменял свое мнение. Я думаю, что это вот здесь какие-то погребальные ритуалы делали в те времена люди. Помните, в Терти был такой же храм. И вот примерно вот точно такая же картина вот здесь тоже. Но по размерам вот это помещение маленькое, там было побольше. Вот я зашел внутрь. Вот сюда можно присесть. Вот это пол, это походу провалился. И сюда ставили гроб и делали свои ритуалы. Вот. Тоже наше предположение.
Так, когда мы сегодня начинали свой путь, мы думали, что мы дойдем до вон того места, Карата. Но мы тут потеряли много времени. И сейчас я думаю, что мы должны возвращаться. А то скоро стемнеет и нам не хватит времени. Еще далеко нам. Ayılı bu. Роки. Да, друзья, с очень большой нагрузкой нам удалось спуститься. И мы за сегодня вообще ничего не кушали. Поэтому мы сейчас приготовим одно классное блюдо. Вы тоже посмотрите, можно приготовить в домашних условиях. Так что продолжаем, друзья. Друзья, если вы не знаете, это чеченская колбаса. Способ приготовления. Колбаску режете на мелкие куски, примерно вот такие, на ваш вкус можно. Вот это у нас маринад, я заранее дома приготовил. Здесь картошка, грибы, болгарский перец и еще что? И еще помидорчики. Мощно будет все. Вот так просто заворачиваете. И все это бросаете на угольки на 30 минут. Вот сюда. Бисмилlah, бисмилlah. Да, наше блюдо уже, я думаю, будет готов. О, Аллах, как готов, еще как готов, а? Маша Аллах, табарак Аллах. Просто Это надо видеть и пробовать. да. Ну тогда попробуем. Соответствует ли ожидания? Давай. Бисмилlah. Tamam bu. Дики. Действительно, очень хорошо. Ай, машалла. Все тогда, друзья. Пожелаем Ахмаду приятного аппетита. Мы будем смотреть, как он ест. Друзья,
сегодня для нас был двойным праздником показать Ахмаду вот эти места, башни, горные пейзажи. На этом мы с вами прощаемся. Иншаллах, как-нибудь в другой раз мы дойдем до тех башен, которые сегодня у нас не получилось. Ахмад, слово предоставляется нашему гостю Ахмаду. Баракаллаху фикум, моим братьям. Алхамдулилlah. Мне все очень понравилось, было все очень красиво. Надеюсь, и вам тоже все понравилось. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.